Ассаламу алейкум, витаю всех, Аят Машвойль. Ваша Худели Масама. Сегодня 18, если я не ошибаюсь, октября 2025 года. У нас 165-й стрим на платформе открытого диалога. Сегодняшний наш стрим называется «Политический обзор от Вашингтона до Джахара». И стрим у нас идет на YouTube-канале Reality и на официальной странице Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия, Telegram. Сегодня у нас, как я уже сказал, 165-й стрим на платформе открытого диалога информационно-аналитического центра Президиума правительства. Всем тем, кто находится во временно оккупированной Ичкерии, либо в фашистской России, пожалуйста, заботьтесь о вашей безопасности. Все остальные задавайте вопросы, и мы в процессе Аят, я зачитаю, и Аят их ответит на них, постарается ответить. Аят, и как обычно, сразу вам передаю слово. Добрый вечер, дорогие друзья. Салам алейкум. Jeżeli Бог табулор будет, в целом, значит, ситуация такая, которая складывается по нашей теме от международной политики до Чеченской Республики оккупированной. Если говорить, начнем с того, что происходит, скажем, в Вашингтоне, Европе, война между Украиной и Россией. В общем, насколько известно, ситуация сейчас напряженная. Это как бы, значит, на вершине пика решается вопрос, что будем делать. Будем останавливать Россию, будет ли она, значит, на мирный переговор идти или нет. С этими вопросами, как известно, полетел в Вашингтон президент Зеленский. Они там встречались, там много чего интересного было, но что в итоге мы можем сказать, что все то, что было интересно, они все вроде как обговаривали, говорили, будет все, то, все, как, посмотрим, договоримся, чуть ли уже как будто бы должны были дать оружие. Эти томагавки, потом сказали, ну я могу дать, но они нам нужны самим. В общем, ситуация такая, игра такая идет, которая, конечно, прощупывается и пытается Россию все же принудить к миру вот такими политическими призывами, все такое. А Кремль, он постоянно, понимая эту ситуацию, он играет в ответку, звонит с Трампом, разговаривает. Они вот позвонили Трампу, как вот говорила, слышал, русские говорят, что они сами позвонили, говорили с ними, сказал, что он готов остановить войну. И на это как клюнул Трамп, который сказал, ну хорошо, давай, значит, сейчас соберем наших людей, я отправлю Марко Рубио, своего министра иностранных дел, госсекретаря, ты своих посылай, они переговорят. Потом к концу, скажем, этого месяца, там, мол, встретимся в Венгрии, у Орбана. И там мы будем решать. То есть каждый раз вот это откладывается, снова, значит, после этого Путин бьет по всем городам, снова вчера ночью, сегодня продолжаются вот эти вот боевые действий, нападений со стороны Кремля, который ведет эту войну, обвиняя весь мир в том, что ему не дают там в этой, как говорится, как медведи на лавке разогнаться, все разбить, уничтожить. Вот разрешите мне, чтобы я взял это, и идет, и ничего не стесняется. Но в то же время опасается, что ему могут хорошо, как говорится, надавать. Если дадут это оружие, о котором мы говорим, если сейчас этот вопрос решится. В принципе, вопрос находится на стадии решения. Не было отказано, не было, значит, решено, но как будто бы этот вопрос решаться будет. В то же время интересно, что Зеленский, президент Зеленский,
побывал на предприятиях, конструкционных бюро, где производят эти ракеты, томагавки. Это интересно. И там с ними начал договариваться, или говорил он это Трампу, что они готовы делать эти ракеты, томагавки, для Украины. То есть Украина сама будет их производить, а они будут в этом деле помогать. То есть один из этих ходов. С другой стороны, министр иностранных дел, министр обороны или министр войны, как его называют, Хандель, как-то фамилия, имя я забыл его, но где-то дайте я гляну. Хамканг или как-то фамилия у него такая. Ну, он прибыл в Европу, и все эти вопросы здесь предводитель тоже обговаривал. И никак вот, значит, не говорил того, что не будет. Он говорил, что будет, мы будем наступать, мы не дадим больше России тебе так вести. А европейцам говорил, давайте собирайте деньги, выплачивайте, покупайте, мы будем давать. Сейчас речь идет о том, что даже решили договориться о том, потому что Россия вот эти вот как-то договариваются, да, будем, все время может уговорить Трампа, а здесь они договорились, что якобы необходимо давать ракеты, которые есть у западных стран, ну, вот, скажем, у Англии, Германии, других которых стран есть, а эти ракеты, которые они дают, Америка потом им восполнит. Вот такой тоже, как говорится, идет разговор. Вчера было, значит, заседание Совета Европы, собрались все главы, как говорится, европейских стран, где обсуждали, что и как делать. Ну и пришли к такому выводу, что необходимо забрать вот эти деньги, которые хранятся у России в Европе, 350 тысяч там, и отправить это на то, чтобы делать эти ракеты, восстанавливать. То есть они к этому, собственно говоря, пришли. Вот такая обстановка стоит сейчас, и эти дальнейшие переговоры, к чему они приведут, что будет делать Путин, это понятно. Понятно, что они однозначно пытаются сделать все для того, чтобы захватить всю Украину, разделить ее на части и ничего не стесняясь. Вот они засылали свои дроны, засылают свои самолеты, ничего не стесняясь, вот так вот убаюкивая противоположную сторону. Если ты, мол, дашь ракеты, то я, мол, недоволен. Трамп там это говорил, вы, наверное, слышали все. В общем, вот такая обстановка, которая не дает особой, скажем, тревоги, в смысле того, что не решится вопрос. И надежды нет особой, что-то затягивается это сильно. Сильно затягивается, каждый день люди гибнут, и выход ищут, и никак не могут найти. А русские там говорят, вот мы там то придем, у нас какой-то орешник, мы то сделаем. Это сделано, надо бить, разбить все, значит, западную часть Украины передать Украине, это Польше, там нижние территории отдать Венгрии или Румынии. То есть вот эти все сказки рассказывают и сидят в Кремле. Что будет? Непонятно, что будет, но с другой стороны, уже как-то ближе к тому, что вот европейские страны решили эти деньги изъять. Почему эти деньги агрессор здесь хранит и на этой основе сейчас раскручивают войну и убивают людей? Это недопустимо. В принципе, вот такая ситуация, которую все объявляют и говорят, но мы здесь думаем, конечно, всегда о том, как же это может отразиться на наш вопрос, на вопросы народов, скажем, Кавказа, ну и прежде всего на вопросы оккупации территории Чеченской Республики. Что мы можем здесь понять, что здесь у нас полезного? Что делается полезного у нас нашими людьми, нашей властью в зарубежье и нашими беженцами, что происходит на Западе, каковы действия, насколько они верны и точны в смысле того, чтобы вписаться в эту ситуацию, которая может измениться в мире.
Здесь, конечно, для того, чтобы все это изменилось, ситуация, я в прошлый раз говорил, нагнетается со стороны Китая с этими редкоземельными, скажем, металлами. Противовес их Трамп там выдвинул, мы уже говорили, свою теорию, что надо, значит, собирать деньги, создать специальный фонд, чтобы поднять уровень санкций уже против относительно Китая. И вот такая ситуация. Будет ли встреча Трампа, поедет ли он в Китай или нет? Здесь тоже вопрос такой как бы открытый, но в то же время и не закрытый. Ну, в целом вот такая ситуация. Аслан, если есть вопросы, давай начнем с этого. Вопросы, ответы, и там посмотрим и по этим делам, и по нашим, и в Украине, и по нашим, которые на Западе. Давай поговорим. Аслан. Спасибо, Аят. Друзья, всех приветствую, всех, Шамиль, Эд, Мишлях, всех, друзья. Пишите комментарии, задавайте вопросы, друзья, я их зачитаю. Аят, вот помните, 2 месяца назад мы как раз обсуждали встречу Трампа с Путиным на Аляске, и там как раз я говорил о одной точке зрения, которую озвучил один американский эксперт. Я сейчас не помню его имени. Он как раз говорил о туннеле, который должен быть связывать между Аляской и Чукоткой. И сегодня Трампу задали вопрос. Говорят, как вы смотрите на то, чтобы вот соединить Аляску с Чукоткой там, и так далее, и так далее. Трамп сказал, в первый раз об этом слышу, но это интересно, это будет очень интересно, и так далее, и так далее. Вот теперь можно уже с определенной уверенностью сказать, что Россия сдает, скидывает балласт со всех сторон. Там Иран скинула, Сирию скинула, что она там, Азербайджан, Армению, вот Нагорный Карабах, вот эту ситуацию тоже сбрасывает теперь уже свои территории. И в этом смысле, Аят, как вы считаете, сейчас, вот когда сейчас он погрозился томагавками, сразу Путин начал ему названивать, вот как раз Эд об этом пишет, там, Трамп звонил, Путин, неважно, но сам факт, то, что снова легитимизирует Путина, и Путин сдает уже, Россию сдает, и что на этот раз он может сдать, да, может Кавказ сдаст. Это вот первый вопрос, и второе. Давай один вопрос, а то я забуду второй вопрос. Давай. Ну, здесь, что можно сказать, Аслан? Здесь вопрос в том, что очевидно, что Путин и эти люди, которые предлагают это сделать там туннель километров 70, да, и что это, мол, давайте, мол, поручим этому Илону Маску, это все информация идет. И то, что Трамп говорит, это ясно, это с подачи, конечно, Кремля. Они хотят как-нибудь отвести от главного вопроса, отвести отношения между нами. Давайте мы вместе будем, Украину, мол, задвинем на задворки, это вопрос. А мы давай экономические дела, все. Вот с этим это связано, как мне кажется. Я думаю, что другого здесь нету. Здесь война идет, они какой-то туннель там с Россией, там, Аляски хотят сделать. Зачем этот вопрос поднимать? Понятно точно одно, то, что они хотят затянуть ситуацию, в конечном итоге добить, если им удастся, вопрос с Украиной, и дальше двигаться и постоянно вот придумывать вот эти вот все хитрости. Мы, которые участвовали в этих противодействиях против России, которая напала на нашу республику, у нас этих переговоров было столько много, столько встреч было много. И очень понятно, мы каждый раз, вот как говорится, мы видим, примерно я и наши вот друзья вчера ко мне тоже приходили, люди, мы сидели, разговаривали. Это понятно, что они будут всегда тянуть, и то говорит, это говорит, какую-то запятую не там поставить, или так что-то сделать, или переговор, давайте скажем, какую-то надежду дают, допустим, Трампу, Трамп надеется на то, что он решит вопрос мирным способом, допустим, как на Ближнем Востоке Израилем и Хамасом,
там этот вопрос как будто решить. Это ему будет как бы зачет сказать, что вот 9-ю там он. Но здесь совершенно другой вопрос. Те-то страны, то, что там происходит, они находятся практически под колпаком у Трампа. А здесь это не так. Здесь нужно решать вопрос, как мы видим, только военным путем, силовым порядком. И я думаю, что это последний может быть ход, если сейчас Трамп посылает своих людей, ну, скажем, Марко Рубио, других на встречу с российскими, там, скажем, представителями, обсудить то или иное. А что они обсуждать будут, не имеет сейчас никакого значения. Это только вот попытка где-то затянуть, замотать, и в конечном итоге снова какой-то вопрос вытянут, а тем временно бить, убивать украинцев, и чтобы украинцы и вся власть устала от этого, от этой войны, чтобы они завыли, вот чего они хотят. Но у украинского народа есть запал, украинский народ – это очень мужественный народ, который ведет сопротивление и не сдастся, и не пойдет на попятную. Если даже что они говорят будет, все равно этот народ даже партизанскую войну поднимет. Мы же так делали, у нас не хватило ресурсов, и весь мир был против нас, и мы потом перешли на партизанское сопротивление. Так что здесь вопрос будет вот такой вот. Мне кажется, что эти дела, которые закручиваются сейчас с этим тоннелем и с этими делами, именно связаны с этим вот, с этой тактикой Кремля. Вот что я думаю, Аслан. Ну, украинцы тоже всю свою историю вели очень долгие партизанские войны, и тот же Голодомор им был сделан именно для того, чтобы убить вот этих партизан, не помогать им, вот они весь народ Ну да, убивали. да, да, конечно, конечно. Украинцы-то не сдадутся. Я чего думаю, Аяд, вот второй у меня вопрос как раз касался по поводу того, что человек, который объявлен МУС, Международным уголовным судом в Гааге, преступником, причем предыдущий президент Байден тоже как бы это все поддерживал и заявлял, и не получится ли так, что потихоньку скидывая балласт, легитимизируя Путина, что ну, ФСБ мы уже видим, целые банды здесь в Европе так называемых либералов, которые тесно связаны с КГБшным вот этим учреждением. Не получится ли так, что Путин просто уйдет от ответственности и даже если вот сейчас Трамп говорит, нужно на месте на линии соприкосновения остановить все, и вот здесь там начать, там туда-сюда, и в итоге получится, что ну, как бы Путин остается, и ФСБ, и Путин, и вот эта вся система, она сохраняется. Вот Ну, чего я. я понял твой вопрос. Конечно, он не был на территории Европейского Союза с начала войны, так. И теперь Орбан и Трамп пытаются его затащить на эту территорию. Это значит как бы размягчить вот это, то, что вот против него выдвинули обвинения, что вот там-то его надо взять. То есть я думаю, что здесь вот идет постепенно вот это движение в сторону того, чтобы затащить Путина и чтобы он начал общаться со всеми европейскими странами. Но это Орбан так себя там ведет, потому что он как бы хорошие отношения с Трампом, хорошие отношения с этим Путиным. Но они его пытаются использовать в этом вопросе, это понятно. Ну, получится там или нет, но ясно одно намерение, они предложили Орбана. Это же Москва предложила, давайте там у них. Им так и хочется зайти и вот эту свою игру, вот эту тихой сапой, вот это все продолжать. Вот о чем здесь можно говорить только, я так думаю, Слава. Мгм. Ну, Ясно, спасибо, спасибо, Аят. Вот тут Эд пишет комментарий, вопрос зачитаю. Я думаю, фашистская Российская Федерация звонит Трампу чуть ли не каждый день, предлагая ресурсы и многое что. Но многие знают, бешеного медведя остановит только сила. Как вы думаете, фашистская Российская Федерация понемногу тлеет не теми темпами, которые мы хотим, но я думаю, свет виден в конце туннеля. Как вы думаете? я уже сказал об этом, правда, хотя вопрос. Я считаю, что
вот эти все разговоры, здесь вот мне кажется, что Трамп ведет такую вот политику, чтобы в конечном итоге от всего этого, вот это вот все то, что говорит этот Путин, всем надоело, чтобы все поняли до конца, что Трамп принял все возможные варианты для того, чтобы остановить эту войну. С этим согласен на позициях, которые есть сегодня, остановить войну, заявил, что готов, согласен и Зеленский. А тот не хочет. Очевидно, что он крутит, вертит, и в конечном итоге, я надеюсь, уверен в том, что все надеются на это, что после вот этой встречи с Орбаном, скажем, в Венгрии, в Будапеште, да, что после этого снова будет то же самое повторяться, это уже всем набьет оскомину, в конечном итоге Трамп будет вынужден этот вопрос принять, передать это оружие НАТО, чтобы потом оно было выкуплено, скажем, украинцами, и чтобы они могли защищаться. И могли бы, чтобы противодействовать российской агрессии, чтобы заставить Путин остановиться и уйти в освояси. А ему, если он уйдет в это освояси, это ему как бы политический труп становится Путин. В принципе, да. Но в то же время для этого здесь на Западе формируются разного рода движения, формируются вот эти либерально-демократические партии, там, ну, мы знаем эти, которые есть несколько, о которых мы с тобой говорили, это во главе с Ходорковским, и потом, как он назвал, АБН, как назывался это, так? ФБК. И вот они здесь то все крутят, между собой спорят, туда еще вмещались вот эти национальные республики, как бы, значит, и этот вопрос они подняли, и их приняли в Совете Европы. И в этой Европе там приняли специальное постановление о том-то, о том-то, о том-то, ну, в этом направлении, так? Это постановление есть. И там что говорится? Там говорится о том, что нужно этот вопрос решать, что нужно действовать. И теперь Россия это восприняла, вот Россию вывели из Совета Европы решением, так? И поэтому теперь вот им кажется, что это вот либеральное, значит, вот это оппозиционное движение, которое есть, что они теперь как бы подменяют, чтобы как будто они становятся властью. Но на самом деле надо понять одну вещь, и прекрасно многие это знают, что Совет Европы не принимает там каких-то решений. Это такое рекомендательное, может быть, заявление или рекомендательные какие-то решения, все их резолюции, все это просто имеет только такую силу, ну, площадку, где все собираются. Поэтому они собирают там и национальное движение, и общественное движение, и в то же время и этих. Если бы это было бы, скажем, в Организации Объединенных Наций, да, если бы это было бы, скажем, признание их каким-то государством, а это все общественные организации в целом, так? Но все же это их коробит, и теперь вот Россия и Кремль, там про них он выдвинул разные эти судебные дела, объявил их чуть ли не такими-то, такими-то, отправила сюда сама. Ну, по моему мнению, это все эти действия, которые здесь вот творятся, это агентура, которая выехала и направлена сюда Кремлем. Это агентура. Агентура, российская агентура, что бы они себя не говорили. И мы всегда вот говорим, если хотите понять, кто они, посмотрите, что они скажут по вопросу Чеченской Республики, которая была незаконно первой напали на нас в 91 году, потом в 94-м, 5-м, 99-м годах. И столько людей нас убили. А мы создали свое государство в рамках современного международного права, строго соблюдая все принципы. Посмотрите, спросите у них, какое вы отношение имеете к Чеченской Республике Ичкерия. И вы увидите, что они все будут говорить, вот мы, значит, скажем, что вам дали, чтобы вас разрешили вам выйти из России. Вот максимум это они сказали. Так тем самым они говорят, что мы являемся частью России. Вместо того, чтобы сказать, что ваша страна оккупирована, что незаконно, что нужно, значит, вытянуть все, значит, контрибуцию, все, что у нас есть, и освободить территорию Чеченской Республики Ичкерия
как, впрочем, освободить из территории других захваченных стран, там, Украины, Грузии и других стран. Об этом они не говорят. Если они это не говорят, знайте сразу, что эти люди являются те же имперцами, и как минимум, а в то же время можно говорить, что это агентура Кремля. Они, может быть, Путина ненавидят, Путина, но в то же время это те же имперцы все. Вот что я могу сказать. Это наш дорогой друг. Это задает еще один вопрос. Как вы думаете, Путин остановит войну? И он думает что нет. Это петля внутри ФРФ. И я думаю, Нет, это идет правильно. загон. Как вы думаете? Я согласен с этим полностью, сразу говорю. Не остановит войну. Никогда не остановит. Он, может быть, где-то в выгодном себе свете где-нибудь там прижухнет, потом какую-то причину возьмет и снова будет воевать. Его надо заставить удаться, чтобы это сделано было. То есть остановить войну, это значит, он находится в состоянии, когда все обернется против него внутри. Он это понимает. Вот так он не остановит, он не может, он заложник уже этого. Остановить войну он не может. И поэтому он вот эти все приемы придумывает и действует. Да не остановит. А Трамп это понимает тоже, я уже понимаю его. Он все же хочет вот так вот высветить его, как сверчок, он, чтобы засветился полностью. И после этого, чтобы началось делать то, что необходимо. Он уже намекает ему. Вот хочешь, я ему пару тысяч на ракет дам. А тот сказал, нет, я, мол, не очень-то был рад этому и все такое. Мы же это слышали, так? Да, Трамп вот издевался конкретно. Да, вот мне говорят, он не остановит войну. Он остановит, если его принудит к этому. Ну да. Принудит. Но сейчас да. частично мобилизованных называли чмобиками. Чмобики и зэки, и разные бомжи со всех вокзалов, от которых они собрали, они, в принципе, уже закончились. Фактически там уже никого не осталось. И сейчас у них есть большой резерв резервистов, которых они как бы принуждали, но при этом не забирали на войну. И сейчас пошел слух, и разные средства массовой информации об этом говорят, что они будут, скорее всего, объявлять всеобщую мобилизацию, а вот этих резервистов можно, если всеобщая мобилизация, либо если война началась. И говорят, что сейчас может быть, а их очень большая такая численность вот этих, вот этих резервистов, их вот всех будет ли всеобщая мобилизация и вот объявление такой большой войны, так сказать. Как вы думаете по этому поводу? Я думаю, что на это он не идет. Если вот так вот начнется это, то внутренняя волна может пойти. Внутрь. Он этого боится, что так. И поэтому они на Дальнем Востоке, значит, принимают там 70 тысяч, 50 тысяч. Они берут этих китайцев, они берут с Кубы, с Африки, везде разных людей берут и пытаются там бросать их. Пока что он держится там, потому что ситуация такая, что он понимает, что может быть внутреннее, значит, волнение будет. Грань этого может быть перешагнута им. И поэтому он пока держится. Если он объявит это все, то там уже может быть легче с ним и разговаривать будет. Он это понимает, я так понимаю. А там дальше посмотрим, как говорится, посмотрим, что они сделают в Будапеште, что делает Марко Рубио с его посланниками, с этими друзьями, которые он пришлет, кого я не знаю, но в общем, посмотрим, что будет. Да, мне так кажется, Аслан. Эд задает еще один вопрос, Аяду. Как вы думаете, когда фашистская Российская Федерацию выгонят из Организации Объединенных Наций? Не понял, я не услышал. Как вы думаете, когда ФРФ, фашистскую Российскую Федерацию, выгонят из ООН? Но если бы они хотели выгнать, они ее давно выгнали. Она стабильно, твердо сидит там. Хотя и незаконно. Еще сидит в Совете Европы. Это как раз показатель того, что они не будут разваливать Россию. Это показатель того, что они не хотят это делать. Это показатель того, что в
конечном итоге здесь и на Западе, и везде пока что вопрос до конца окончательно не решается. Мы же знаем, что многие страны Европы до сих пор у России покупают нефть, газ, хотя они уменьшают это дело. Теперь вот что делает Китай, Индия. То есть они сидят там, они могут любое решение блокировать до сих пор, когда надо было обойти это. То есть если этот процесс пойдет, я думаю, это связано с тем, что если этот процесс пойдет, то уже станет вопрос, может стать вопрос о том, что нужно переформатировать международное право, изменить, может быть, систему современного международного права, как бы не дало это толчок. Этого опасается тоже. Хотя сейчас я думаю, что можно было бы об этом говорить как раз время, потому что незаконно сидит там это Россия незаконно создана, без спроса этих народов, которые сегодня в составе России, а наша республика, они еще оккупируют, как и территории Украины, Грузии, это все мы знаем. Но что предпримет сегодня, скажем, остальной мир и на что он готов, вот к этому как раз-таки, потому что этот вопрос должен решать, скажем, главным образом Трамп как президент, да, и власть, они на это очень так осторожно к этому двигаются. Вот что я думаю. И здесь это дополняет, хочу дополнить ваше высказывание про тех, кто сейчас в Европе, свободная Россия, там вот это все либералы, так называемые. Надо просто посмотреть их биографию. 90% их родителей и деды были из системы КГБ и КПСС. Даже смотреть не надо, и так ясно. По их походке надо смотреть, что они делают. То есть надо смотреть на их движение. А их движение понятно. Все, которые приехали, вроде в тюрьмах там сидели, прислали их сюда, чем они занимаются? Посмотрите на них. И кто с ними общается, и какие разговоры они там ведут, что это такое. Вот это все. Вот на это надо смотреть. Понятно? Да-да. И еще очень интересное такое наблюдение, а уже слишком часто это происходит. Объявляют там террористами, там бандитами, там и так далее, и потом пытаются убить. Кого хотят убить, реально убивают. Убили в Австрии чеченца, здесь в Германии убили, там в Бельгии убили Имрана Алиева, вчера, позавчера в Турции одного дагестанца убили. Ни братьев Абдурахмановых, двоих, обоих не убили, задержали тех, кто, Но это в Лондоне было еще в те года. Нет, вот я имею в виду вот Тумсу Абдурахманов и Мухаммад Абдурахманов, есть два ГБшника, про которые них туда ты говоришь, да? Да. Потом Осечкина недавно в Франции тоже, говорят, вроде покушение делали, тоже задержали. И вот все, кто связан, где вот ты видишь, явно знаешь, Но что они таким образом создают им имидж. Вот легенду. они оппозиция, все такое, это понятно. Легенду Это очень создают. даже понятно, чем они занимаются. Вот тебе надо было вот прийти сейчас, вот искать там каких-то, найти этих, чтобы сделали покушение. Но это политика такая, которая раскручивается, чтобы создать мнение или создать какой-нибудь там Легенду. имидж или какой. Да, Ну да. да, вот это все это. С Да, да. этим это связано, да. Во всей этой ситуации, я думаю, надо людям сказать, вам надо просто сохраниться и беречь себя и свою семью. Наше время приближается, и фашистская Российская Федерация Да, развалится, обязательно, да, и обязательно. Ичкерия будет деоккупирована. Да, мула Да, да, ну да. мула. Так, Чарли, Аят, Трамп выступает в качестве миротворца и как бы заморозил несколько конфликтов в мире. Может быть, эти примирения всего лишь имеют цель замирить или заморозить войну в Украине? Такой вопрос. Но дело в том, что они могут иметь вопрос примирения, но если вопрос остановится война, так, то не убивает людей, и тогда за столом переговор лучше вести эти переговоры о договоре, так? Вот я пример скажу. Когда в 95 году наши бойцы пошли на Буденновск, они шли вообще-то на Москву,
И все, что там случилось, мы помним. И тогда мы договорились с российской, наша страна, вести переговоры. Переговоры начались где-то в июне месяце, и переговоры были разделены на 3 блока. Блок военных вопросов, блок политический и экономический. 3 блока. И вот когда по первому блоку соглашение, значит, длилось более 2 месяцев, так, и вдруг, когда вот было какое-то там соглашение, что-то там подписанное, ну, скажем, плюс-минус, можно там рассматривать это общее соглашение, нужно было бы еще по блоку политических вопросов вести переговоры и дальше экономических, так они взяли там, подорвали своего генерала и потом объявили, что вот это случилось, и начали снова военные действия, с ними нельзя дальше вести. Вот так они будут себя вести. То есть они начнут вести переговоры, и снова они будут это начинать и крутить, и вертеть. Так что у меня нет никакой уверенности в том, что они прекратят эту войну. Они будут готовиться, они будут снова делать свои эти атаки, готовят оружие. Ну, собственно говоря, их друзья кто? Их друзья, мы знаем, это Китай, это Северная Корея, ну, Иран, и, собственно говоря, все разной веры, так? Буддистские, мусульмане, шииты, ну и так, другие. Вроде бы говорят, что это на религиозной основе. Нет, это все не на религиозной основе. Это все религия используется в пользу той власти, которая находится, скажем, в этой стране. Так что здесь такая ситуация. Как известно, в Сирии с 12-го, по-моему, если не ошибаюсь, или даже с 11-го года шла тяжелейшая война. Россия тренировалась там, совершая геноцид и стирая с лица земли просто все населенные пункты, и живых, и детей, и взрослых, и живых, и мертвых, как говорится. И сейчас новый, так называемый, не знаю, президентом его называть, язык не поворачивается, его никто не избирал, он вчерашний террорист. Сегодня он встречается с другим террористом в логове террористов в Кремле. Они здороваются, обнимаются, и все у них нормально. Как вы считаете, вот замена вот этого террориста на другого Башара Асада террориста что-то поменяет? Или вот что это такое? Как это можно понимать? Ну, здесь я могу сказать, что я видел это, да. Я видел, что он прилетел в этот Кремль, с этим Путин там здоровался, обнимался, я не видел, правда. Ну, в общем, короче говоря, там он прилетел туда, и что-то там они пытаются какие-то решить, какие-то базы там находятся до сих пор российские, одна, кажется, да, и что-то там они хотят регулировать. Но, может быть, это какой-то ход, да? Может быть, этот человек, который президент сегодня считается в Сирии, он, может быть, делает там какие-то ходы, но в целом-то он ездил и к Трампу, этот президент. Ездил и Трамп его не бомбил, его города? Да, он везде бывал. А уже потом на выходе посмотрим, что это будет. Так-то понятно. И то, что его признает, скажем, теперь этот Путин, это уже для него как бы, значит, затверждение его позиции, воспринятие его как президента, как лидера. А уж какую он позицию занимает в целом, будет видно чуть дальше. Я так думаю, что он не будет с Россией. Я так думаю, а там уже видно будет. Посмотрим. Там большую роль играют и другие страны, которые лежат рядом. И тот же Ирак, и та же Турция, и другие страны. Ну, мы знаем эту ситуацию, которая там складывается, да. Ну, и с Россией, если его пригласили, я не приеду сказать тоже, может быть, ему не совсем с руки было, может быть, это политический какой-то ход. Мне кажется, вот так. Пока что не знаем, какие они документы приняли, что они сказали, не ясно. Вот это надо все это знать, посмотреть, тогда будет видно. Мгм. Ладно.
Да, конечно, очень странно. Столько людей Путин убил, столько Россия людей убила, мирных, гражданских, где поддерживая этого же Башара Асада, Трамп, в отличие от Путина, не бомбил, Америка не бомбила, мирных, по крайней мере. Ну и очень странно. Что бы там ни было, почему Но так? ты понимаешь, политика такая. Они же сейчас даже вот Зеленский готов встретиться с Путиным тоже. Как можем сказать, ой, вот как так, давай добьем его. Здесь такая политические ходы, игры, можно сказать, в кавычках. Но это действительно настоящие игры, кровавые, можно сказать. Очень Там, кроваво. да, там видно будет. Мы же тоже вот ездили, наши представители в Москву, все это, подписывали какие-то документы, соглашения. Но все это вот так вот. Это ради того, чтобы остановить войну, ради Ну, того, чтобы решить проблему, перейти на мирное сосуществование. Здесь много вот этих предпосылок, Алекс. Вот что такое. Может быть. да, да. Не быть мне никогда политиком, Да. а Будешь. Э, это я не перевариваю такие вещи. Вообще, могли бы на третьей стране встретиться, их-то уже не бомбят. Ну ладно, это сугубо их личное дело. Да. И он на самом деле не подневольный он. И Трамп, и Эрдоган, и все его там, и Натаньяху, все его там напрягают, и ему надо как-то выкручиваться из Да. этой ситуации. Так, друзья, пишите комментарии. Пишите, задавайте вопросы. Чарли не на Украине, а в Украине. Ты так это самое, не пали контору, так сказать. Да, Не поддакивай Кремлю, да? да, не поддакивай. Так, ну вот здесь Чарли пишет, что вот он хочет понять, почему просто странно то, что неожиданно вспыхнет конфликт, то сразу потух. И все это имеет крайнюю цель. Заморозка войны в Украине, то есть искусственные конфликты, чтобы замирить войну в Украине. Это кто пишет? Чарли? Вот Чарли пишет. М, Ну, не Ну, так уж и... конечно, чтобы заменить все. Они хотят вопрос Украины в тень загнать, в тень, чтобы это было где-то второй вопрос или третий вопрос. Потом сказать, давай вот этот вопрос решим. Они даже вперед вот этот тоннель, который между Аляской и Россией, на первый план хотят выдвинуть. Они хотят заманить деньгами, теми, значит, ресурсами, которые у него есть, у Путина. Они хотят так или иначе этот вопрос на второй план отодвинуть. А вот европейские страны этого не хотят. Они понимают, что это будет. Они понимают. Но я думаю, что и Трамп, и его окружение, как его этот министр войны, они там большие такие крепкие заявления делали, но теперь как-то они сбавили оборот чуть-чуть. Так что это Мгм. так, да, действительно, может быть. Я думаю, вы наблюдали встречу Алиева и Путина. Путин выглядел как мелкий преступник перед следователем. Страх и боязнь. Вы понимаете, как он лебезит перед Трампом, как шавка, виляя хвостом. Вы заметили, Я особо Ну, не я заметил. заметил, как они и там в Египте, как Трамп начал хвалить Алиева, так, как и там, и как они встретились и в Ашхабаде, не в Ашхабаде, а там в Душанбе, и где они все это видели, мы это видели, да. Ну и теперь мы видим, у них там вопрос связан с этой, с бензином, нехваткой. Они, Путин просит у него обеспечение бензина с Баку. Они сейчас пытаются ему этот бензин дать. То есть они вопрос, так сказать, пытаются решить взаимные как-то в той или иной мере. Это как политика, знаешь, вот вроде бы там уступили, ну что им стоит теперь сказать, мы там что-то будем делать, Китай будет помогать, обещал, ну по данным, которые мы слышим, что Китай обещал чуть ли не 2 триллиона им дать, давайте нам свои нефти и газ и все такое, которые, мол, это мы сами будем добывать. То есть вот такие хитрые ходы, понимаешь?
Теперь, если и Трамп, то есть Путина поздравил с днем рождения этот Алиев, они вот это, то, что было, друг друга вот это поршение или там согласие получили и могут, как говорится, устаканиться. Не знаю, они, наверное, все пьют, ну, наверное, Путин не пьет, а эти могут и пить. И решить этот вопрос хорошо, они теперь выглядят хорошо, там самолет сбили, да, было такое, сидели, ждали, пока все не решится, теперь стало ясно, да, вот были наши виноваты, мы накажем своих, Путин говорит, а до сих пор не было ясно, вы торопились, я слышал там и азербайджанцев тоже, которые говорили по этому вопросу. Азербайджанцы многие не согласны, это как, это так, вот то сделали, это сделали с нашими людьми и все такое. Ну, вот эти дела происходят в политике, то есть они всегда ориентируются на то, чтобы сохранить себя во власти, чтобы закрепиться во власти, и поэтому в этом направлении и действуют. Вот что есть это. Я понимаю. А вот, знаете, я, наверное, опять же, свою версию конспирологическую немножко выдвину. Ну, Мне показалось, что, ну, Путин особо не лебзил, он откровенно солгал, что они как бы самолет не сбивали-то специально, и просто не добили его, не смогли его сбить, чтобы он упал. Ну, он как бы немножко соврал. Алиев сделал вид, что поверил, ну, допустим, политики, там, все такое. И мне показалось, что Алиева и то, что Трамп его хвалит, и Путина поднимают на уровень, чтобы они как будто были равными, потому что всегда Алиев был какой-то младший брат всегда, а теперь вот они теперь равны. Это может свидетельствовать только о том, и я подумал, что может свидетельствовать о том, что у нас на Кавказе будет война, и Алиев пошлет свои войска, ну, куда-то для чего-то против кого-то. Вот что я подумал. Как вы думаете, ну, это хорошо, это теоретически возможно. Но практически мы посмотрим, будет ли это или нет. ну, Мне практически? кажется, Алиев не решится никуда сунуться. Его главная задача защищаться и защитить те рубежи, которые он имеет сегодня. Вот его главное. А дальше за пределы, это уже там вопрос второй. Где они там воевать будут, не знаю. Собственно говоря, это может быть разное. Ведь Трамп, он же такой неординарный. Вот говорит так, вот так, говорит вот так. Ну, похвалил этого. Может быть, у него будет просить самолет или вертолет какой-нибудь себе. Трамп, не знаю, как они. А потом запустит ракету, как они Катар запустили. Там Как в такая Катаре, ситуация была. да-да. Да? Да. Вот так может быть. Да-да. Такие дела. Интересно, конечно. Да, да, конечно. А, мгм. Какие еще Ясно. есть вопросы, Аслан? Нет Ну, вопросов, больше не вижу, комментариев особо нет. Что-то сегодня неактивны все. ну, ничего, ничего. Да-да. А как вы считаете, вот если вот эта ситуация будет также продолжаться, она сколько может продолжаться? Что в Украине, вот сколько она может продолжаться, что вот у нас на Кавказе, вот может ли начаться второй фронт или новый очаг войны, так сказать, потому что, ну, потому что неспокойно там везде. Видите, какие движения идут, видно, что идут. Ну, как сказать тебе, что, как сказал Путин, движуха нужна, так? Эта движуха с момента сотворения человечества существует. Все время движуха, все время спорит, особенно когда государства Воюют. появились, особенно еще там, когда еще империи были. Сейчас эта движуха идет. Может быть, оно быстро успокоится, они сядут, будут сидеть, а через 50 лет снова какие-нибудь движения будут в зависимости от того, какие будут претензии у той или иной стороны. Так что это жизнь, это в жизни так вот и в истории это было. Посмотри, если смотреть, я уже не знаю, сколько там было войн, но, по крайней мере, несколько тысяч войн было,
которые были на нашей планете. И сейчас эта движуха идет. Здесь важно, чтобы сейчас отстоять права своего народа, отстоять права, значит, своего государства, чтобы не отдать его, чтобы не поглотили тебя. А вот империя, она пытается все поглотить всех и размазать их, и сделать из них, скажем, русскими всех. Он уходит и говорит, я, говорит, Путин, я кто он, говорит, я дагестанец, я азербайджанец, нет, я дагестанец, я осетин, я ингуш, я чеченец, я мордвин, я, ну и начинает. И я русский, мы все русские. Получается, что мы все русские. Такого, это, как говорится, захватили территорию, заставили теперь, как этот, как манкурты, которым на голову надели кишку из бараньего, как говорится, желудка и закоптили на солнце. Вот эти вещи как будто бы сейчас пытаются сделать всем и обманывать. Кто такой Путин, чтобы такие вещи говорить, скажем, в историческом плане? Это все такое, это неприемлемо, конечно. Поэтому эта борьба идет. Люди хотят, чтобы на территории, которой они живут, чтобы там мирно жили, развиваться, хотят свой язык сохранить, мирно развиваться и в то же время не идти на какие уступки тем, кто претендует на их территории. Это же известно, история есть, а современное международное право, оно есть и закреплено после Второй мировой войны, и это устав ООН, современное международное право, вот эти принципы, которые есть. Вот в этих рамках мы должны действовать. Правда, они соблюдаются не так, как бы нам хотелось, но, наверное, движение должно быть в сторону того, движуха в том, чтобы это соблюдалось. Вот эта движуха должна быть. И тогда в какой-то степени будет этот вопрос как бы там решаться. Ведь, Аслан, многие народы мира современного, да, вот 5000 народов в мире, наций, да, и что, все 5000 хотят свои государствами? Нет. Вот я был как-то вот где-то около 5 лет, вот организация непредставленных народов в Гааге, что было там, и там часто каждый год были конференции, встречи, эти народы, вот представители их, мне приходилось с ними встречаться, видеться. Они не хотят, многие из них не хотят никаких государства, они хотят, чтобы с ними считались, они хотят, чтобы в этой стране они могли жить, чтобы они свой язык развивали, чтобы их не гнобили. А все 5000, это нет. Может быть, какое-то количество народов, которые сегодня есть в мире, или даже вот те народы, которые есть, допустим, сегодня в России, да? Вот сколько их там, я не знаю, 95 регионов, а сколько народов там, ну, может быть, там народов, не знаю сколько, 40 или чуть меньше народов, да? Хотят ли они все государственность свою? Нет, не все. Когда Советский Союз тогда вел вот эту политику о том, что вот принять декларацию о своей позиции, не все народы захотели и биться за то, чтобы решить вопрос, создать свое государство, не все. А вот некоторые захотели, это башкиры захотели, татары захотели, какая там еще была, я не знаю, ну еще несколько народов, а остальные молчали, ну чеченцы, ну по Северному Кавказу никакой народ не захотел, даже не поднялся, некоторые даже декларации не приняли. То есть это зависит от того, насколько к этому вопросу готов тот или иной народ. Их много этих. Вот на Северном Кавказе сколько республик, да? Автономных республик, которые были. Никто, когда мы ездили туда, на разные места, говорили, давайте вместе. Они спрашивают, а зачем? Это вам что, больше всех надо, что ли, говорили? Вот такие вещи были. А сегодня вот, которые вот собираются, говорят, мы хотим то-то, то-то, решить те проблемы, они вот собираются, скажем, здесь в европейских странах и ведут эту работу, но в целом непонятно, как они ведут, непонятно на самом деле,
многие из них, я вижу, это действительно настоящие патриоты и сторонники этой идеи. А некоторые из них, которых, допустим, мы с тобой знаем, они не являются такими, они являются, это на двух стульях сидят, они ошибаются в отношении этих людей. Эти люди, которые не признают свое государство, и это не признают нашу линию, и потом участвуют в этом деле. Допустим, о чеченцах, к примеру, я говорю, или о других вот народов, да? То есть надо посмотреть, кто они такие. Вот ты как-то сказал, надо посмотреть, кто эти люди, кто откуда, как эти русские. Посмотреть надо, эти либералы, кто они такие, чем и как они, как говорится, шагают и куда двигаются. Так что здесь вопрос такой вот, просто голословно эти все заявления делать или какие-то там марши делать, или встречаться, а в итоге, что за этим кроется, надо смотреть. Это такой очень, ну, скажем, неоднозначный процесс. И поэтому люди, которые хотят это понять, должны за этим следить и никак не поддаваться вот этим красивым словам, заявлениям или этим каким-то лозунгам, собраниям, которые говорят. Вопрос очень такой, как говорится, многозначный, многоуровневый, можно сказать. А что такое дело, Аслан? Вопрос такой, Андро Хетерелли задает. Здравствуйте, как вы думаете, если возникнет угроза проиграть войну, какой вариант выберет Путин? Признает поражение или все же применит ядерное оружие? Не понял я. То есть Россия применит атомное оружие, да? Да, если возникнет вариант, что вот он проиграет войну, какой вариант он выберет? Признает поражение или все же применит ядерное оружие? Путин имеется в виду, да? Да, Путин. Ну, атомное оружие он применять не будет, это точно, потому что это ему самому конец. И все его окружение, все. Они его сами задушат там. А принять, в конечном итоге, они этого просто решат внутренним переворотом. Я так думаю. Но для этого нужно, как говорится, давление на Путина и его системы власти. Если он захочет уйти и сказать, я ухожу, дайте мне гарантию, ему могут дать и гарантию. Ну, могут дать. Но его могут не отпустить, вот Китай, там, Иран, другие не могут отпустить, потому что он им нужен тоже для проведения своей политики. Неизвестно же, если придет кто-то другой, что они в отношении, какую они политику этих стран займут. Тоже? То есть они займут имперскую, не про имперскую, а про американскую или про европейскую позицию. То есть они будут здесь, это все связано. Так что здесь то, что там он атомную бомбу запустит, нет. В это уже никто не верит. Потому что мы видим, они как себя ведут-то. Нет. Зачем ему атомную бомбу? То он возьмет и сам себя уничтожит, что ли? Вот он запустит бомбу, тот запустит, и тут же ему пошлют тоже. Все, его не будет самого, не будет никого. А зачем им на это идти? То он будет искать пути сохранить свои деньги, гарантии. Когда поймет, прижмут, как говорится, да? Он тогда будет этот вопрос решать. А пока возможно вот так вот заигрывать при помощи Китая и других своих, как говорится, союзников, так называемых, да, он будет вот это манипулировать все время. Вот что я думаю. Эд говорит, Аяд, я не перестаю вот этим, там есть блогеры одни задавать вопрос, Курочкины. Они говорят очень красиво, можно заслушаться, но я им задаю один вопрос, и нет ответа. Почему они не приглашают вас и Аллу Дудаеву? Нет ответа. Почему, Аяд? Как вы думаете? Они не приглашают нас, потому что они самозванцы, потому что работают на Кремль вместе с Закаем. И если они пригласят нас, то мы тоже, значит, мы скажем, объясните, на каком основании вы объявили себя премьер-министром, объясните ваше происхождение. Этот вопрос им никто не задает.
допустим, ни в Украине, ни в Европе, потому что их все считают, совершенно с ним не считаются. А мы этот вопрос им задаем, и здесь я задаю. Объясните, на каком основании, в соответствии с нашей Конституцией, как вы себя назначили. И эти люди являются агентурой Кремля. Если не прямыми агентурами, то, значит, как говорят, полезными агентурой, которые есть. Все они этим занимаются. Как они могли стать премьер-министром, когда у нас такой должности нет? Как они носятся там, какие-то флаги выставляют, гербы, которых у нас нету? Представляете? Как они принимают законы и постановления или какие-то решения в 2001-2002 годах о том, что мы являемся частью России. А в 2003 году приняли документы в Копенгагене, что вопрос в том, что мы даже ни разу не написали, что мы Чеченская республика Ичкерия, которая была переименована в 1994 году, в 2003 году, кстати, около в декабре или ноябре, я сейчас не помню точно дату, так? И там, то есть везде, что они делают, все это является прорусское. Они приняли так называемую концепцию обоснованной независимости, которая говорит, что нашего государства вообще нету и не было, что якобы мы являемся частью России, и теперь надо решать вопрос, чтобы нас выпустили из России, чтобы нас выпустили. Международное там сообщество поможет нам выйти из нынешней России. А почему мы должны уходить из России, если мы туда и не входили, стоит вопрос. И это делает, эти документы выпускает наш так называемый бывший министр иностранных дел Ахмадов лез. И там много других вопросов, которые мы бесконечно можем перечислять, из которых видно, что они самозванцы и работают на Кремль, как минимум. Вот поэтому они, господин, это наш друг говорит, да, вопрос, да? Да, вот да. В этом вся причина, в этом. Нигде они не могут себе представить, вот я опубликовал эту статью, ты читал эту, да? Развал Совета Союза, я тебе прислал, да? Вот там как раз об этом написано, да. Так что здесь такая ситуация. Они не имеют никакого отношения. Вот выйти, давайте поговорим. Мы когда-то собирались вот так вот дружить, или там так называемый борт было. Это было в 2016 году, кажется, да? Они собрались все между собой и решили, сказали, вот давайте, говорит, вот мы, значит, граждане Чеченской республики, чеченцы и другие, давайте заключим, мол, мир. Не будем говорить больше о том, что вот в соответствии с нашей религией, в соответствии с нашими адатами встретимся, пожмем всем руки друг другу, они говорят, так? И скажем, что мы отныне больше не будем вот такие слова говорить, как слова, что предатели, что мы предатели, и больше никогда это не будем говорить, они сказали. Они обратились к нам, ко мне, Али Дудаева, еще другие людям. И когда мы там говорили, они даже оскорбили Аллу. Ты что, не знаешь, чего ты не знаешь чеченский язык, почему ты не знаешь? Не будем все разговаривать, не будем по-русски говорить. Я им сказал, говорить давайте по-русски, потому что она не может, ей немало лет, а что она сразу выпустит и скажет вам по-чеченски все детали? Она не знает. Это люди, даже взрослые, многие не знают язык до конца. Нет, они это делали, вот эти заказы, компания это была. Потом, когда мы сказали, я все же, когда это было, я им сказал, и мы сказали, хорошо, все, мы согласны с вами, но у нас есть одно дополнение, мы сказали. Сюда добавить, если речь идет о предательстве, то нужно сюда, в это соглашение, которое даете, нужно добавить, что решение о предательстве нет, должно рассматриваться на основе нашей Конституции. Как мы им только это сказали, они тут же, как эти напуганные лягушки, которых хлестнешь палкой по воде, все нырнули туда, в воду, и все исчезли. А посредник, который там был, Яравис Сулумов, так он вообще, его обвинили в предательстве, сказали, что он
предался мне, ах, я иди, говорю, ты, мол, такой-сякой. И вот так разбежались. Им только нужно сказать, что давайте в рамках Конституции разбираться и в рамках, скажем, решения нашего народа, принятого декларацией в 90-м году, 25 ноября, все их не бывает. То есть они являются, это самозванцы. Вот что я могу сказать, наш друг Эд. Да, и знаете, я вот вы сейчас рассказывали, вспомнил, насколько лицемерной и аморальна вот эта парочка. Да. Сейчас, понимаешь, когда мне Инна предлагала, спрашивала, как бы, как ты считаешь, если я там платок, хиджаб одену, она так хотела понравиться чеченской публике, резко возлюбили они чеченский народ, во время геноцида не любили, когда их народ уничтожал наш народ, а теперь резко так возлюбили и так нагло, лицемерно сидят, рассказывают Но просто это аморальные лицемерие вещи. оплачиваемое. Это Но лицемерие дает ступеньку на выше подняться, так? Они там, не только она, и другие все так себя ведут. да Но там у нас, Андрей одел у них хиджаб. никакого рычага, у них никакой основы нет, это самозванцы. Самозванцы. И мы можем любой, вот, если они вопрос, конечно, они вопрос нам не зададут. Они между Конечно. собой собираются, там какая-то группа небольшая, человек 30-40 вокруг, и создают такие впечатления, а потом иногда там бывает еще собирается побольше людей, но там споры начинаются. Сейчас собралось много разных еще этих деятелей, разные блогеры, разные движения. Здесь вот есть сейчас, то они все время были, все время до сих пор они были люди, которые хотели пойти домой и создать исламское государство, шариатское. И они долго, сейчас они вдруг переоделись и начали демократами стали. Эту всю процедуру проходила и закаевская компания. Вот в 2007 году они заявили, что вот Док Умаров, который ничего еще не делал такого, что он, значит, пытается создать, он создал Эмират Кавказ, а он не создавал. Никакого документа, ничего не было. Так? Не создавал. Они там просчитали, что он ничего не создавал. Они обвинили его и себя объявили там, значит, один главой государства Сараляпов, другой объявил себя, а этот Сараляпов назначил этого премьер-министром. Потом они между собой поссорились через 2 года. И Сараляпов своим постановлением, тем, который он назначал, Закаева, распустил весь кабинет министров Закаева. Так Закаев взял, собрал свой кабинет министров и распустил этого Сараляпова. Вот такие вещи. У них никакой основы нету, абсолютно нету. Так вот, они, занимаясь этими делами, тогда обвинения в адрес доктора Умарова шли, что он на религиозной основе хочет создать все-таки такое-сякое, обвинял. И говорил, что они демократы. Потом через 10 лет, в 2017 году, вдруг Закаев заявляет, что теперь мы переходим, значит, на Конституцию, которая гласит, что все решения принимаются на основе Корана и Сунны. Посмотрите, 2017 год, они принимают такое решение, а теперь, когда их спрашивает какой-то там, помню, имя не помню, корреспондент или блогер из Украины спрашивают, говорят, что вы занимаетесь вот так вот. На какой основе вы демократ? Он говорит, конечно, мы демократ. А внизу у него документ, который написан, что он является этим. Потом в 22 году они поехали в это Осло, кажется, там, да? Там и там тоже приняли решение, что они являются религиозными деятелями. То есть эти люди, ничего, как говорится, с этим им кажется, что это можно так делать. Мы этим не занимаемся. Мы являемся людьми, которые избраны нашим народом и которые имеют право в рамках Конституции и законов сохранять свои полномочия до изгнания агентов или врагов, значит, оккупации с нашей территории. После этого должны быть проведены очередные выборы на основе нашей Конституции, наших законов, а не так, как эти, которые здесь уступают и ездят,
то им Конституция не нравится, в печку надо бросить, то им не нравится, что права женщин надо тоже, значит, убрать, то им и другое не нравится. Вот этими они занимаются. То есть никто ими не занимается, никому они не нужны, вот что я хочу сказать. Но они там мельтешат, что-то там придумают, что-то говорят, и там смотрят на них только как на пушечное мясо, в основном. Я так думаю. Те, которые с ними. А на Западе здесь продвигает, конечно, российская вот эта вся власть, конечно, продвигает. Они с ними крепко связаны в этом. То есть видно по их походке, по их движению, по их разговорам, все это видно. Вот так вот. Эд пишет, что в своих эфирах часто использует имя Дудаева, но при этом депутата Аллу Дудаеву, вдову Джохара Дудаева, ей не дают слова. Ну, они Дудаева пытаются использовать, да. Конечно, они пытаются использовать Дудаева, они пытаются... Посмотреть, есть ролик, в котором Джохар Дудаев говорит, мы навеки вечные, у нас есть вот так вот Чеченская республика, статус уже принят. А тут же следом показывается, этот говорит, выступает там где-то Закаев и его другие, и говорит, мы за то, чтобы нам не нужно, говорит, признать наш как суверенное государство, мы должны быть, нам нужно, чтобы остановили войну и все такое. А потом собирает в 17 году в Брюсселе, собирает там, говорит, нафиг нам нужна эта независимость, говорят. Или еще то, что-то подобное. Она масса вот этих вот дел. Они совершенно не имеют никакого отношения к нашей государственности. Их просто используют вот люди, которые этим занимаются и помогают им. Они просто вот понимают, выполняют заказ. Они выполняют заказ. Как говорил наш первый президент, они отрабатывают. Отрабатывают. Все. Да, совершенно верно. Слава Ичкерии, смерть российским фашистам. Да, мы больше часа, а я предлагаю завершить наш сегодняшний интереснейший стрим, который получился. Мы готовы отвечать и всем, кто будет с нами, мы готовы отвечать на все вопросы. Не просто отвечать, а приводить документы, обоснования, приводить те документы, которые они принимали сами. То есть это вообще в высшей степени, значит, ну, скажем, ну, даже не хочу это слово говорить, в высшей степени лицемерия, хочу сказать. Вот что они занимают. И хотят обмануть наш народ, и пытаются его привести вот к тому, чтобы он в мире выглядел как народ, который не способен создать свое государство. Вот к чему они ведут. И эти вот, о которых вы говорите, про нам не хотят вопрос задать или это, нам их вопросы не нужны. Они сами знают, чем они занимаются. Как говорится, знает кошка, чье мясо съела. Вот что это такое. Да. Спасибо, Аят. Кавказиан, Албания. Я на эту тему уже вначале мы говорили. Просто повторяться мы не хотим про этого деятеля. Хорошо, Аят, спасибо вам за столь интересные ответы, исчерпывающие ответы. Спасибо всем, кто задавал вопросы, особенно Эд сегодня много вопросов задал. Спасибо всем нашим зрителям. Всего самого хорошего. Адикёль, Маш Оль. До свидания, друзья. До свидания. Всем спасибо. До свидания.